Шарипов, он же Карамат Бакоевич, он же глава всех трудящихся мигрантов Таджикистана. Родился 1 апреля 1963 года. Образование получил по всей форме и уставу Симферопольского высшего военно-политического училища. И муштровал новобранцев сначала в распоряжении командующего западной группы войск Германии, а затем и в Московском военном округе нашей Раши. На стыке веков возглавил фонд поддержки тех, кто вышел из Республики Таджикистан и не зашел обратно. Именно поэтому не отрицает существование Равшана и Джамшуда, но скорее всего от того и порицает национальную рознь. Считает, что худой мир во всем мире всегда лучше, чем добрая ссора в эфире. И что один кадр трагедий таджикских мигрантов стоит десятка яиц судьбы. Наказаны, и они должны стать перед судом Российской Федерации. Актер Валерий Магдияш рассказывает, из-за этой роли у него куча проблем. Несколько раз ему угрожали. Мне ночью позвонили и сказали, что я завтра утром выйду и на крыше будет снайпер. Он уверен, воду мутят таджикские националисты. Простым гастарбайтерам из Средней Азии сериал очень нравится. Смотрела начальника. Понравилось? Очень понравилось. Актер признается, он всей душой за дружбу народов. С его родословной иначе и быть не может. Я здесь русский человек молдавской национальности. Он хочет лично встретиться с лидером движения «Таджикские трудовые мигранты» и объяснить ему, что к чему. Дорогой великий таджикский народ, мы вас очень все любим. При встрече актер и профсоюзный лидер пожали друг другу руки. Потом выяснили, что закончили одно и то же военное училище. Но разговора у них все равно не получилось. Подонок настоящий. Почему? Хорошо. Потому что вы для копейки Разговор закончен. вы продали офицерскую должность. Вы продали как гражданин Советского Союза свою совесть. Валерий пытается объяснить оппоненту. Его роль в телевизионном шоу собирательная. И таджики тут ни при чем. Да не снимали мы про таджиков. Еще раз вам говорю. А вы что мне? Ну что вы мне? Остальные все дураки, получается? Актер даже хочет подарить Шарипову журнал, в котором он написал о любви к таджикскому народу. На память. Выброси его, этот урод это написал. Актер Валерий Магдияш сохраняет спокойствие и на оскорбления в свой адрес отвечает. Таджиков позорят, делает народ хуже, чем их. Дошутились, как гастарбайтеры-интеллектуалы из нашей Раши обидели таджикский народ. Показывает, что Таджикистана можно купить за 500 рублей. И какой ответ готовят Равшану и Джамшуту? Чашу терпения общественного деятеля переполнил полнометражный фильм о гостях от Центральной Азии, недавно вышедший в российский прокат. Про смех по правилам и без. Наталья Панкратова. Этот выпуск газеты «Голос таджикистанцев» вызвал небывалый ажиотаж. Статью в рубрике «Во имя чести» передают из рук в руки. Суть материала в двух словах проста. Трудовые мигранты понимать такие шутки отказываются. Показывает, что Таджикистана можно купить за 500 рублей. Цена Таджикистана не установили. До государства можно 500 рублей. Это результат безнаказанности действий творческого коллектива нашего Раши. Карамат Шарипов показывает письмо в Генпрокуратуру России. Он требует защитить честь и достоинство мигрантов из Таджикистана и обвиняет авторов программы «Наша Раша» ни больше ни меньше в разжигании межнациональной розни. Легче использовать шариатский суд. Но мы такого, соответственно, не позволим. Мы люди цивилизованные, в цивилизованном государстве живем. Но когда мы говорим, даем и обращаемся и просим в прокуратуре России на основании имеющих фактов возбудить уголовное дело, это является уже демократией. Равшан и Джамшут уже стали именами нарицательными. Это практически шуточные символы гастарбайтеров в России. Яркие примеры в интернете, на многочисленных юмористических сайтах. Вот, к примеру, просто фотография, а вот подпись к ней. Эпизоды программы о Равшане и Джамшуде в сети очень популярны. Известный интернет-портал YouTube. Просмотров анекдотичных историй в сотни тысяч. Реакция создателей проектов «Наша Раша» и фильма «Яйца судьбы» на претензии таджикских мигрантов пока неизвестна. В комментариях они отказывают. Сейф здесь. Нет, начальника, сейф не здесь.
На памяти юриста Игоря Симонова подобных дел о защите чести и достоинства целой нации в России еще не было. Говорит, шансы выиграть дело, если прокуратура все же решит возбудить его, велики. Правда, есть один спорный момент. Как можно обижаться, если передача юмористическая? Есть же какие-то специфические, и у евреев есть какие-то особенности. Остап Бендер там их, может быть, подчеркивал. Вот вопрос-то сложный. В Таджикистане борьба против нашей Раши идет давно. Программу осуждают даже в парламенте. Депутаты уверены, пропаганда образов Равшана и Джамшуда вредит отношениям с Россией. Такая программа, как «Наша Раша», не добавляет популярности нашим мигрантам, отчего работать им в этой стране становится еще сложнее. Председатель движения трудовых мигрантов Таджикистана Карамат Шарипов теперь ждет ответа на обращение. В победе он, кажется, уверен, но если российские прокуроры откажутся возбуждать дело, Шарипов пойдет искать правды в Европейском суде. Наталья Панкратова, Надежда Боричева, Тимур Сандыбаев, Вера Исмаилова и Павел Шабанов. Вместе Россия, Таджикистан, Казахстан. Этот случай еще раз доказывает, как сложно соблюсти тонкую грань между юмором, насмешкой и откровенным издевательством. Одно дело шутить над собой, а другое высмеивать представителей другой нации. От юмора до международного скандала может оказаться всего один шаг. Запретить нашу Рашу уже просил бывший посол России в Таджикистане Рамазан Абдулатипов. Из Душанбе в Москву даже направляли ноту протеста. Но Джамшут и Равшан снова на экранах. В общероссийском движении таджикские трудовые мигранты не скрывают своего возмущения. Дело, видимо, дойдет до суда. Там конкретно идет речь о Таджикистане. Именно о Таджикистане идет. Именно за вопрос, который задают. Телефонный разговор с Таджикистаном идет между Джамшудом и Равшаном. Другая это именно-то таджикская же. Протест таджикских активистов поддержали и некоторые российские правозащитники. По мнению Андрея Мусаетова, члена Общественной палаты Московской области, такие шутки – нарушение 29-й статьи Конституции, высмеивание по национальному признаку. Здесь это просто прямое оскорбление целой нации. Здесь оскорбление реально. Фильм это поэтому, конечно, это очень грустно, это все безобразно. В самом Таджикистане пошли по пути Казахстана, где в 2006-м запретили скандального Барата. В кинотеатрах Душанбе «Яйца судьбы» показывать тоже не стали. В комитете по телевидению и радио считают, зрители от этого ничего не теряют. Когда я случайно посмотрел этот фильм, мне было очень неприятно. Я был возмущен. Прежде всего, этот фильм снят на очень низком художественном уровне, и даже не стоит его смотреть. К тому же, это сплошная грязь. Руководство проекта «Наша Раша» от каких-либо комментариев предпочитает воздерживаться. От них же, по словам Карамата Шапирова, ждут публичных извинений. И не за шутки, а за моральный геноцид нации. Как долго наша Раша будет издеваться над таджикским народом? Политический вопрос ребром поставил съезд трудовых мигрантов, прошедший в Москве. Ну, конечно, наша Россия заставляет таджикских братьев работать. Просто издевательство, возмутился Олег Ясаков вместе с братским народом. Когда таджики обиделись на Равшана и Джамшута, это походило на пиар фильма «Наша Раша». Но когда гневное обращение поддержали на разных уровнях, с начала до конца это унижение, это оскорбление. Стало ясно, это тенденция. Чем смешнее, тем обиднее. Горячие головы обещают разобраться с обидчиками самостоятельно. Нам обидно. А глава таджикской диаспоры решил действовать по закону. Написал заявление в Генпрокуратуру. Тесный офис на Садовом кольце, таджикские рабочие приходят со своими проблемами. Но теперь собрались, чтобы обсудить новый фильм. Почему ни одного человека? Я не видел, чтобы русского вот так бросали в говно. Официально Равшан и Джамшут герои без прописки. Только в первых сериях нашей Раши их называют гостями из солнечного Душанбе. Видим за окни, Казан висит, как у нас в Таджикистане. В фильме эту географическую определенность уберут, но осадок остался. Вот они хоронят паспорт, да, это реально, это красиво. Посмеялись над народом, таджикским народом. Вот тот самый кадр. Паспорт появляется на экране на доли секунды, поэтому надпись успеет прочесть только самый преданный зритель. Самое страшное здесь не то, что нас просто изображают какими-то там некрасивыми или не совсем доделанными. Там есть много вещей, которые официально в всем мире запрещены, намеки на эксплуатацию людей, да, такую незаконную рабство. Вы что, идиоты, что ли? Месяц будет у меня без доширака, понятно? Карамат Шарипов уверяет, поданные им жалобы на фильм и программу «Наша Раша» не личная инициатива. Так решил съезд таджикских мигрантов. В России 17 ноября съезд таджикских трудовых мигрантов, где требует
от руководства диаспоры, примите меры. Герой, молдаванин, говорит, что я иду по рынкам, там мне сумки забиты благодаря таджикам. Вы извините, он еще таджика в глаза не видел. Если он таджика видел, в этой сумке он сам оказался бы. Карамата Шарипова отправили в Таджикистан рейсом Москва-Куляп. Карамат Шарипов был в списке прибывших из Москвы в Куляп этой ночью пассажиров рейса авиакомпании «Сибирь». Экс-лидера таджикские трудовые мигранты Карамата Шарипова 12 декабря выдворили из России. Это произошло сразу же после того, как Московский областной суд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в нарушении законодательства РФ и должен был быть выдворен из России. Заседание, кстати, проходило без присутствия самого Шарипова, который в это время находился в Центре временного содержания в Егорьевске. На сайте организации «Таджикские трудовые мигранты» отмечается, что сразу после вынесения решения о выдворении бывшего руководителя ликвидированного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамата Шарипова судебные приставы приехали в ЦФСИК в городе Егорьевск, где содержался Шарипов с момента задержания, и под конвоем, в наручниках сопроводили Шарипова в аэропорт Домодедово. Сообщается, что Шарипов был отправлен в Таджикистан самолетом Москва-Куляп. При этом, отмечается на сайте, авиабилет был приобретен заранее. Карамату Шарипову не была оказана врачебная помощь, в которой он на тот момент нуждался, и не была предоставлена возможность увидеть семью, жену и детей. В ходе заседания судья заявил о том, что для воссоединения семьи члены семьи Карамата Шарипова вслед за ним могут ехать на историческую родину, в Таджикистан, отмечается в сообщении. Между тем, в аэропорту Куляба сообщили, что, действительно, Карамат Шарипов был в списке прибывших из Москвы рейсом 957 авиакомпании «Сибирь» пассажиров. Самолет приземлился в аэропорту Куляп в 3 часа ночи. Напомним, решение о выдворении бывшего руководителя ликвидированного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамата Шарипова было принято 12 декабря Люберецким судом. Апелляционная жалоба защитника прав мигрантов была отклонена Мособлсудом. В то же время один из адвокатов Шарипова Александра Медведева в своем аккаунте в Facebook отмечает, что решение было неожиданным и идет вразрез с мировой судебной практикой. В то же время Мособлсуд создал новый прецедент в российской судебной практике по признанию военнослужащих Объединенных Вооруженных Сил СНГ не приобретшими гражданство РФ по инициативе государственных органов. Фактически поставлено вне закона огромное количество ветеранов и военнослужащих Российской Федерации, отдававших долг Родине в 1992 году за пределами наших границ. И этот факт уже не касается непосредственно личности Шарипова. Поставлена под вопрос легитимность службы в рядах нашей армии значимого количества военнослужащих, пишет она.